Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы находимся в часовне у будущего Богоявленского мемориала на юго-западе Саранска, во враге у ручья Эрифлей, или Богоявленский родник по-другому, где поисковый отряд под руководством Сергея Цыганова реализует одноименный проект «Богоявленский мемориал». Средства на реализацию этого проекта выделило Международное общество «Мемориал». Цель проекта – проведение походов и облагораживание мест массовых захоронений репрессированных, и, кроме того, в планах положить начало создания этому Богоявленскому мемориалу. Руководитель Сергей Николаевич Цыганов, он директор военно-поискового музея двух фронтов, боец поискового отряда «Живая память». Он уже выигрывал конкурсы, на средства одного из которых он вместе со своими соратниками, поисковиками, создал как раз военно-поисковый музей. В молодежном центре он находится. И вот теперь они собрались для того, чтобы подготовить почву для создания мемориального комплекса в Саранске. Сейчас мы поговорим с его единомышленниками, встретимся, они расскажут о своих мотивациях, о себе и о нем. Вот здесь прихожане Русской Православной Церкви и священнослужители очень красиво благоустроили место вокруг родника, к которому идет нескончаемый, скажем так, поток многолетний горожан. Сегодня шел дождь, но поисковиков это не остановило, только недавно он закончился. А они уже с обеда работают, а сейчас время 6:30 вечера где-то. У них уже видно разделение труда на хозяйственную часть, людей, ответственных за жилище, и те, кто осуществляют работы. Итак, как я познакомился с Сергеем Николаевичем Цыгановым? Узнал о том, что он организовал вместе с друзьями военно-поисковый музей двух фронтов, обратился к нему с просьбой вступить в нашу инициативную группу по увековечению памяти и восстановлению доброго имени жертв политических репрессий в Мордовии. Это было в октябре. И во время интервью в конце у него пришла идея, чтобы подать заявку на грант для того, чтобы также грантодатель какой-нибудь достойный профинансировал работы по увековечению памяти репрессированных земляков наших с Сергеем, жителей Мордовии, или тех, кто проживал здесь, или тех, кто здесь родился. И после этого я ему несколько месяцев присылал гиперссылки с литературой, публицистикой, научными статьями об этой теме, для того, чтобы, возможно, в перспективе организовать такой самопальный музей, подобный тому, который уже Сергей Николаевич организовывал. А потом у него пришла более такая реалистичная цель, идея о том, что вначале стоит подать заявку на финансирование
работ по как бы очерчиванию, ограждению уже найденных мест массовых захоронений. Здесь в 2004 году историки в лице Владимира Кузьмича Абрамова и поисковое движение Мордовии под руководством Николая Андреевича Крущинкина успешно организовали поисковые работы. И в 2004 году, в сентябре, было обнаружено здесь именно 7 расстрельных ям, около 700 останков тел. И все. Они очень красиво и очень достойно, цивилизованно тогда, на тот момент, благоустроили территорию, создали и тропинки, и очертили места захоронения деревянными ограждениями, колышками, и в целом убрались на территории. И после этого вот годами, сколько прошло, 15 лет, поисковики регулярно выдвигались в это место и убирали территорию. И вот Сергей Цыганов в конце осени обновил деревянное ограждение, которое уже много лет их не было, потому что они под временем исчезли, истлели, сгнили и так далее, растаяли. И в июне доделал у последних нескольких ям ограждение. И вот зимой он решил, надо сделать как бы многолетние, вечные металлические ограждения. И вот Василий Дмитриевич Гуслянников, руководитель общественной организации Мордовского регионального отделения «Мемориал», он предложил мне подать заявку на грант как раз с подобными целями. Я сразу вспомнил, что вот наиболее достойный как бы человек, который может наиболее эффективно воспользоваться такими целевыми деньгами, это именно Сергей. Обратился к нему, он оперативно сформулировал заявку. Василий Дмитриевич Гуслянников написал рекомендательное письмо, и спустя несколько недель вот Сергей Цыганов сообщил радостную новость, что ему доверили. Потому что увидели, что он человек ответственный, результативный, и как бы с опытом, с репутацией. И помогла рекомендация Гуслянникова Василия Дмитриевича. И вот мы слышим их голоса, помешаем им в их хозяйственной работе. Здравствуйте, а вас сколько здесь человек? Добрый день. Нас здесь в районе 13-15 человек, пока что на сегодняшний день. Угу. К завтрашнему дню должны подойти еще ребята. То есть нас вначале было около 20 человек. Ребята уехали, так как это были дети школьного возраста. И то есть как бы родители не разрешили остаться надолго, и тем более с ночевой. К завтрашнему дню ребята должны прийти, и нас будет 25 человек. 25-30. А как вас зовут? Мария. Мария, а вы в обед примерно сюда, да? В смысле в обед? Прибыли? Прибыли в обед, да. В обед. И вы одна из тех, кто ответственна за то, чтобы эти 13 человек помогать им не умереть от голода. Да, получается. Спасибо вам за... Будем беспокоить ваших товарищей. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о себе, как вы решили прийти сюда, кто вас пригласил, и вообще, вы поисковики или... Да, мы именно поисковики. Мы здесь собрались от Мордовского регионального поискового общества, сокращенное МРПО. Здесь мы в рамках проекта, на который наши товарищи получили, точнее, выиграли, как это называется? Грант, да. Да, Богоявленский мемориал. Да, на облагораживание Богоявленского мемориала. В честь названия родника Богоявленский. Именно с этой целью мы здесь и собрались. Именно поэтому мы здесь остаемся с ночевкой, дабы суметь сделать больше, дабы более всем этим проникнуться. Ну и это наш долг. А сегодня же был дождь, он вас не остановил? Никак, абсолютно никак. Дождь приходит, уходит, а делать можно в любую погоду дела. Абсолютно верно. А как вас зовут? Меня зовут Никита. А вас? Алексей. Мария. Мария. Две Марии у нас ответственные
за... Хранительница очага. Какое у вас распределение труда? За что ответственны они и за что ответственны вы? Вот. Получается, мы разделились на две группы. То есть у нас, так сказать, первая группа, которая осталась за тем, чтобы обустроить лагерь. То есть мы поставили палатки, разожгли костер. Сейчас у нас, получается, будет приготовление еды. Они в данный момент очищают именно небольшие лесные завалы. Дальше, когда уже на следующий день мы планируем, так сказать, соединить наши силы и уже все перейти к очищению завалов. А вот в поисковых работах вы раньше участвовали? Да, конечно. Можно рассказать, в каких То вы? есть у нас вот девушка была на вахте, сколько у вас про вахту? Ну, вахта – это своеобразный поисковый выезд, поисковая экспедиция в те регионы, в которых проходили боевые действия. Это под Ленинградом, под Новгородом. Сама лично я на вахты езжу с 2017 года. Я была уже на 2, и вот сейчас, в данный момент, через несколько дней, я отправляюсь на следующую. Волховский фронт, Апраксина, тоже под Ленинградом, Ленинградской области. Сколько вы там будете? Сама вахта идет с 8 по 24. Я по независимым от меня причинам выезжаю 10. Приезжаю 25-26, зависит от транспорта. А лично сами вы какие находки обнаружили? Но лично сама в свою первую вахту я не смогла обнаружить ничего, но так как была еще неопытная, и большую часть времени я училась у старших товарищей. А вот на вторую вахту я обнаружила своего первого бойца. Ну и, конечно, по мелочи, гильзы, стрелянные патроны. Находила винтовку Мосина, но, правда, в плохой сохранности, но все-таки. Вот. А что вы испытали, когда обнаружили бойца? Потому что звучит страшно и для человека с неустойчивой психикой. Люди, Типа меня. которые не связаны с поисковой деятельностью бойцов, воспринимают как некие трупы, как некие скелеты, а для нас это живой человек, который просто не может найти успокоение. Когда ты находишь бойца, ты видишь, в какой он позе лежал. Ты чувствуешь, что он чувствовал в этот момент. Если, к примеру, его отбросило в воронку, это ужас, это боль, это страх. Бывает, находят бойцов уже с оторванными ногами, руками и так далее. То есть это живые люди. На их месте могли быть и мы, именно благодаря им мы живем. Это долг, и именно вот это вот некий подъем, некую гордость даже за свое прошлое. И именно эти чувства я испытываю, когда вижу, как наши поднимают бойцов, когда я первый раз нашла бойца. Вот. А сколько еще лет, как вы думаете, или десятилетий нужно для того, чтобы всех до одного бойцов вернуть в их семьи? Знаете, война, она не закончена до тех пор, пока последний боец не нашел свое успокоение. Но, к сожалению, из-за тех условий, что с конца войны прошло уже более 70 лет, конечно, бойцы, они не вечные, и они с каждым годом все больше и больше исчезают, они просто истлевают. Но все, что мы можем, мы находим. Вы спросили насчет десятилетий, но, может быть, лет 10-15 еще точно наша работа, наша деятельность будет актуальна, и мы сможем находить и возвращать семьям пропавших бойцов. А что мешает тому, чтобы, как сказать, максимально ускорить того, чтобы всех пропавших без вести там, или которых возможно найти, можно было бы найти? Ну, как, знаете, допустим, Германия, несмотря на то, что она проиграла в разрухе, но она нашла деньги на то, чтобы почти всех, там десятки тысяч только не найдено. Но опять же, понимаете, у нас приборы, это металлодетекторы, это щупы, это лопаты. В основном мы работаем на интуиции. Мы вот видим ямку, мы ее копаем. У нас нет такого прибора по типу эхолота, чтобы вот как вот в воде находят рыбу. У нас нет такого, чтобы мы могли просветить и увидеть всех бойцов. Мы ищем именно на интуиции, на каком-то чутье. И поэтому поиски проходят не так быстро, как нам хотелось бы. А если бы были, то в десятки раз ускорило бы, да? Это бы ускорило, но мы бы были бы уже не поисковиками, мы были бы просто эксгуматорами. Именно почему мы поисковики? Потому что мы ищем, потому что мы ведем именно поиск. И в этом как бы наше призвание. А, наверное, да, это вам, конечно, спасибо, но если вот так подойти прагматично, чтобы ускорить эту цель и деньги большие выделить на вот такое оборудование этого процесса,
Но раз это не выделяется, значит, видно, какое у нас нашего общества, можно даже взять, не сваливать на власть, а нашего общества отношение к жизни людей, что человек умер и все, забыли. Вот вы сами в начале нашего разговора, даже ближе к середине, сказали то, что это же страшно, то, что кости. И у большинства людей именно такой подход, и подход именно к тому, зачем их искать. Все равно же надо помогать живым, а не мертвым. А для нас все они живые. И вот как вы сказали, деньги, опять же, деньги выделяются. Вот, мы выиграли грант на наше мероприятие. Мы также... У негосударственной организации выиграли. Это было на форуме Иволга, который, опять же, государственный. О том, куда вы поедете на вахту, да? Это? И туда, куда мы поедем на вахту, там тоже мы будем, но если подходить, опять же, с прагматичной точки зрения, мы приедем на готовое место, с готовой, можно сказать, даже инфраструктурой. То есть там будет сеть, там будет электричество, там будут все условия для проживания и дальнейших выездов для поиска. Извините, что вас провоцировал, но для остроты беседы. Спасибо большое. Пойду узнаю, что там вы, чем кормить будете сегодня. А можно вас поинтересовать, что сегодня будет на ужин? Сегодня будет суп-лапша О, с тушенкой. Ну, по сути, все. Суп-лапша с тушенкой. тушенка куплена в магазинах. Когда? Мы Вчера. закупались прямо перед отъездом, то есть это было вчера вечером и позавчера днем. Все, спасибо вам большое. Пойду к другим беспокоить их. Спасибо вам за разговор. Здесь перчатки. Там костер еще больший. Я к ним подходил полчаса назад, и они мне очень долго объясняли, если что-то пойдет с этим костром не так, они уже все продумали, так что можно не беспокоиться, они профессионалы в вопросе поддержания системы безопасности. Даже и направление огня они продумали, и откуда воду. Здравствуйте. Здравствуйте, Ой-ой-ой, как вас зовут? Антон. Антон, вы очищаете территорию, вот и сюда ее складировали, да, и Да, уничтожаете. Ураганы здесь все как бы осталось и уничтожают. А вы в поисковом движении участвовали? Да. А вы куда ездили? Ну, я как бы такой малый участник, я вот только начинающий, так что первая реакция. А вы вот заинтересовались вот поисковым делом? Почему? Кто вас? Ну, подруга здесь уже не первый раз участвует, она как бы заинтересовала его. А подруга, вы вместе из одного места жили? Да, из одного Из района. района. Живем вместе. Недалеко. Спасибо, извините, что отвлек. Буду отвлекать других. А как вас зовут? Павел. Павел. А вы в поисковых работах участвовали или только недавно начали? Недавно, год. Год. А почему вы решили заинтересовались этим? Ну, патриотизм закалил. А вот как конкретно вы сегодня пришли? Кто вас пригласил? Или- Сами пошли, как и желающие. А почему вам захотелось принять в этом участие? потому что этих людей, они погибали ни за что, а на войне-то люди хоть за что-то погибали. Да, подписываюсь. А мне сказали, что там надо... А мне сказали, что можно к вам подойти и побеспокоить. Вы с граблями. А как вас зовут? Меня зовут Аня. Вы сколько дней в поисковом работе? Или, Я не знаю, но так. ну, Зима. недавно, Я зимы, в общем. зимы. А почему вы решили вот выбрать это в качестве траты своего жизни, Да части не жизни? знаю, мне показалось, что это очень интересно и в помощь. То есть. А здесь, когда вы пришли, люди были для вас незнакомые или вы вместе с друзьями пришли? Я здесь потихоньку осваивалась, знакомилась. А почему вы сегодня пришли и здесь находитесь? Ну, здесь как бы это кладбище, нужно убираться, чтобы не оставляло, чтобы не заросло еще. А как думаете, за сколько вот лет собрано вот такое количество вот здесь так замусорено? Как вы думаете? Это сколько лет?
Ну, тут, конечно, периодически убирались, но ведь тут такая тотальная уборка нужна. Года 2. Года 2. Спасибо вам большое. Можно вас тоже отвлечь от интересной работы? Расскажите, а как вот здесь 13 человек, да, сейчас находится? И сложный такой организаторский процесс для того, чтобы всех обеспечить и перчатками, и одеждой, и договориться о времени удобном для всех. Как это происходило? На самом деле это происходило очень просто. Нам просто написали беседу Маркова поиск, и активисты мы собрались. То есть как бы перчатки почти у всех свои, но также взяли. А одежда? Одежды нам выдавали. Это все в молодежном центре хранится. Да, кстати, это все, вся работа происходит в рамках реализации Да, в рамках грантового проекта. Богоявленский мемориал, руководитель Сергей Николаевич Цыганов, а вы его помощники. Я узнал мы уже... называем себя помощниками, Да, как мы называется? работаем коллективом, у нас все дружно, и каждый тут равен, несмотря на то, что Сергей Цыганов, как организатор, мы общаемся на равных. Потому что мы делаем все одно и то же. Никто не командует или дает какие-то поручения. Это правильно. А вот вы сами в поисковых походах еще участвовали? Нет, пока что мы первый поисковый поход. Почему вы решили вот войти в эту Именно как сказать, в поиск? комьюнити и да, и в поиск? Как бы я себе поставила такую цель в жизни, что если я все-таки появилась на свет, то нужно кому-нибудь помочь. Из-за этого, да, к нам приходили кураторы поискового отряда и как бы продвигали свою деятельность. Я решила выбрать именно эту студенческую деятельность, так как здесь я могу помочь и живым, и мертвым. А к вам в группу или куда приходили? Да, нам приходили в учебное учреждение. Ну, приходили, но вы из своего, как сказать, коллектива учебного одна, да? Нет. Поддались на... Нет? И из учебных коллективов довольно много людей приходит, но они на самом деле быстро выгорают и остаются единицы, человек 5, наверное, от одного потока, если это колледж университета. Вы пришли сегодня в обед, ваша команда, да? Да, и, примерно. и уже несколько часов вот горит костер, да? Ну, грубо говоря, горит он часа 4 уже. Часа 4. Но помимо этого, то есть мы еще переносили завалы чуть подальше. И, то есть как бы до этого у нас тоже кипела работа. Сергей, а на вахту? Спасибо большое. А вот в вахту вы поедете там ограничить. У кого из вас? Я еще не спрашивал. Все уже. Меня не спрашивают. Да, Я так скромно сказал, мне не Сергей. Значит, я поговорил с ребятами. с ребятами. Ничего лишнего Не не с теми. сказали. Вы все очень похожи тем, что сильные Одно и то же люди. говорим. Нет, ну в смысле такой темперамент и психотип такой очень похожий. И расскажи, пожалуйста, на нас сверху летит лава. Ну, нет, пепел, это ничего страшного. Можно рассказать вообще о проекте? В проекте. Что рассказывать? В принципе, проект у нас на то, что мы уберем вот это место, которое прилегает к могиле. И уберем это место. И уже будем, может быть, чуть-чуть приводить это место в порядок. Хотя вот когда убирая вот эти деревья, мы решили сначала перетаскивали большие пеньки туда, но потом решили, чтобы мартышкин труд у нас таковой не вышел. Правильно. Решили мы вот костер начать снизу и не все скучивать прям в кучу, а идти вот наваливать по бокам. Это делает то, что костер он идет сюда потихоньку и не начинает гореть сильно. Вот. И вот так потихоньку мы мусор вот сжигаем, и думаю, так чуть-чуть выйдет правильно, хотя думаю, нам за это не сильно ничего такого уж не будет, можно сказать, такого строгого за то, что вот мы устроили в чертах города Саранска вот такой, можно сказать, небольшой костер. А вот организовать большой коллектив, мне там рассказывали, что даже в обед около 20 человек было, сейчас 13. Да. Как это происходило? Ну, в принципе, все у нас по желанию идут вообще, вот именно вот Паша, вот,
уже третий поход его сюда. Это говорит о том, что человек понимает, что хотя это трудная работа, и когда мы вот огораживали эти могилы, мы тогда были 4 всего. Ну, я даже уж тогда выбился с ребятами, а вот уже новеньких ребят, которые приходили, они уж там тоже никакие не были, и все равно после этого парни идут, приходят. Это говорит о том, что делать, во-первых, нужное, да, и дело очень, можно сказать, правильное. И ребята идут, даже несмотря ни на никакие погодные условия, никакие трудности, идут, они вот работают. Вот. Я думаю, это вот самое классное, что вот есть в проекте. Что те парни, которые приходили еще раз сюда, они приходят еще раз, да, и доказывают вот эту точку зрения, что это правильно. А почему это правильно и дело нужно? Вот. Ну, во-первых, что правильно, я думаю, не знаю, все мы вот деревенские большинство люди, ну просто даже люди, да, говорят о том, что если у меня, как всегда, за могилу надо ухаживать. Это самое первое. В деревне это очень. Даже какая-то соседняя могила, всегда надо ее убрать, если никто за ней следит. А тут не можем привести могилу 700 человек. Ну, я думаю, как-то это неправильно, и вот и ребята это понимают, то, что такое вообще не должно быть. Это все же люди, тем более невиновные, которые уже оправданы, которые расстреляны по большинстве тут ни за что. Люди понимают, ребята, что это дело надо делать и привести это место в порядок. Да. И думаю, грантодатель, который нам дал, понимать, что это дело тоже очень важное. И мы думаем, мы это сделаем, с этим справимся. Да, здесь те, кто там захоронены, они официально реабилитированы. Да, тем более официально реабилитированы. Я не вижу никакого вообще этого, чтобы тут что-то не делать. Все открыто, работы тем более очень много. Вот, и цель очень хорошая, чтобы продолжать дальше и облагораживать это место. А вот в интервью от октября прошлого года вы говорили, что, возможно, если получится, и у вас получилось найти финансирование на начало работ, это может вдохновить и подтолкнуть другие силы в Мордовии для того, чтобы тоже активизироваться. В принципе, сегодня такое было. Уж с начала проекта этим интересует телевидение, а телевидение интересует тем, что интересно людям. Вот. А если интересны люди, то понятно, что интересны люди. Вот. То, что сегодня звонили, уже просились ребята тоже прийти завтра. Это уже такое было. Завтра, наверное, около 15 человек тоже на новые силы, можно сказать, должны прийти и закончить этот край работы. Так что я думаю, мы движемся на правильном пути. А какой телеканал сегодня был? Сегодня был 10-й, на начало проекта был НТМ. Это 2 важных таких канала. И НТМ снимал на Эрзянском тогда нас. И 10-й канал сегодня на Эрзянском и на русском снимал. Вот сегодня должны они обещали сюжет какой-то все же это открыть. И еще недавно газета «Столица» опубликовала репортаж, тоже там, спасибо им, тоже да? Вот больше 10 тысяч просмотров. Да. Тоже люди, значит, могли, там тоже было приглашение. Ну, я думаю, вот если интересует этот СМИ, это очень хорошо, что мы на правильном пути думаем. И будем продолжать вот это все дело. Вот. Так что, я думаю, правильно мы с ребятами. Тут у нас даже нету главных. Мы сейчас решили, что вот мы должны сделать именно так. Все поднять, да, сделали мы именно так. Вот. Нет такого четкого, вот для кого-то это надо, нет. Решили, ребят, сделаем так, давайте делаем так. Да, потому что когда коллективно принимают решение, коллективная ответственность. Да. Не надо сваливать на кого-то, кто принял решение. Да, вот это вот супер сейчас. И в ребятах тоже коллективизация, она коллектив вот такой, в общем, тоже учит даже такими походами. Вот. И я думаю, вот плюс в этих походах, тем более, тут, во-первых, работы нет, а бездельничество, она всегда вызывает всякими интересными и неправильными историями. А думаю, вот именно вот такие дела, когда есть работа, нет времени ни заровать, ни пить. Вот. А тем более у нас в отряде даже никто не заговаривается про пить, и понимает, что у нас не пьют. Да, и времени, честно, выпить у нас и не будет сегодня. Если мы допоздна будем вот при таком костре жечь, то мы сегодня вот эту кучу уже разберем. Да. Вот такие дела. Сергей, а ты знаешь, чем вы сегодня будете ужинать? Вот, честно, не знаю. Мы нас поставили начпрода. Мне говорили, что-то, Сергей, давай это. Я говорю, не знаю, что приготовить, я все скушаю. Вот, и ребята тоже так же ответили, и мы пошли сюда работать. Вот. Половина сейчас ушло туда, потому что к вечеру надо будет готовить костер, к вечеру надо готовить ужин. Вот, тем более пищевую люди, которые сейчас готовят, они, может, и не готовили ни разу. И есть там такие люди, так что... Некоторые даже костры не разожигали у нас, даже там такие люди находятся. Мы понимаем, что у каждого свои обязанности, каждый должен учиться этому. Так что ничего такого странного. А можно несколько слов, где ты родился, какую школу окончил?
Как вы пришел в поисковое движение? Я родился 9 августа 1998 года. Учился я в селе Пиксясе. Потом я... А какой район? Ардатовский район. Ардатовский. Потом я перешел в 11 класс в Атяшево. Атяшево. Атяшево я закончил. Сейчас учусь я на архитектурно-строительном факультете. Никак тут, каждый человек тут не связан с историей. Вот, он не учит эту историю, а вот они делают эту историю. Это именно вот это прям уважение. У нас даже в отряде нет, историков нет. Вот это самое такое, можно сказать. То, что не только историки интересуются вот этой историей, а то, что простые люди, тут и школьники есть, и студенты. Антон вообще человек рабочий. Вот. Так что ничего такого. Завтра тоже приедут люди с других направлений помогать. Вот, так что... Скоро ты отправляешься на вахту. Расскажи, пожалуйста, куда? Ну, экспедицию мы отправляемся в Апраксин, это Ленинградская область. Там тоже проводиться у нас будет именно, как говорится, раскопки. Обычно, конечно, поиск солдат тоже, конечно, говорит, почему мы репрессированных-то... Почему? Тема, конечно, не наша, да, ну как это, ну, может, пафосно не звучало, кроме нас, да, убираться и никто не придет, и облагораживать этих никто не придет. Вот, с 2004 года редкие люди, которые сюда заходили, вот, и редко вот какая-то помощь из них была, да, вот, и кроме поисковиков, ну, говорю, как ни пафосно не звучало, тут никого и не было. Вот, и думаю, вот, пока мы есть, пока ребятам интересно ходить, мы думаю, вот будем это дело делать. А сейчас едем в Ленинградскую, тут ребята, большинство тоже ездят на экспедицию, нам завтра 7-го заканчивать, 8 утром уже уезжать. Вот, так что ребята все равно пришли, и завтра еще придут люди, ребята, которые приехали тоже на вахту, но придут сюда помогать. Ну, это их инициатива, я говорю, если, ребята, если у вас есть время, пожалуйста, приходите, все. Никакого тут у нас, как говорится, вот надо работать, все, устал, отдохнул, например, да. Вот это самое вот хорошее. Ребят понимают, что надо работать, что надо это вот сегодня сделать, вот работают, все. Никакой заставленности такой нет, что, блин, зачем я пришел? Вот ребята все, в принципе, работают, все отлично у нас. Думаю, вот так, если будем такими шагами идти, в конце концов, это место после урагана, и после мы, может быть, очистим. А дальше что будет? На некоторые могилы у нас хватит денег железную ограду поставить. На следующем, может, мы выиграем грант. Вот там покажет у нас все в будущем будет. А так. Ну, это вот шурф был, скорее всего, шурф. И, мы обычно такие шурфы делаем, где-то рядом. Человек, поисковик искал тогда в 2004 году вот именно эти могилы. Вот он забивал этот характерный наш шурф. Значит, здесь находятся расстрелянные. Да. Расстреливали на Советской площади в подвале. На Советской площади был НКВД на перекрестке улицы Советской и проспекта Ленина. В подвале есть воспоминания тех, кто там находился среди арестованных, репрессированных. Они рассказывали, где было место захоронения, где был подвал, в котором отводили. После расстрелов их клали на грузовик, накрывали брезентом, и машина ехала, значит, по проспекту Ленина, и потом по Коммунистической прямо, и вот через эту дорогу сюда свозили и тут захоранивали. Здесь расстреляны священнослужители, так называемые кулаки, политические деятели, ну все руководство Мордовии, руководство всех районов Мордовии, ну, всех исполнительных органов власти. И списки опубликованы. А вот кого еще имя я не спрашивал. Вот товарищи меня спрашивали. Всех. Ты спрашивали? Всех? Нет. Вот, Илья, вы студент? Нет. Школьник? Школьник. Это еще круче. Саранская школа? Нет, я в Низовской школе в Ардатском районе. В Ардатском районе. Как и вот Сергей. Да. А я частично из Атяшевского, по Мацаринской линии. Вы почему заинтересовались поисковым движением? Не знаю, мне это просто стало интересно, когда вот Сергей рассказывал про вообще экспедицию, в которых он побывал. И мне тоже захотелось попробовать себя в этом деле. Ну, не самое интересное. Вся эта история, как проходили везде бои. А как вы относитесь к тому, что, получается, почему вообще Мордовия образовалась? Известно, что Сталин был против учреждения Мордовии, потому что он говорил, слишком небольшая концентрация
вот Эрзи Мокши, и поэтому недостойно. Но была настолько сильная самоорганизация людей, вот наших земляков, что они смогли убедить руководство в Москве выделить национальную автономию. И именно благодаря ним, они находятся все здесь под землей, все те, кто создавали Мордовию, именно благодаря ним у нас стали в Мордовии организовывать крупные больницы. Сразу построили 3 школы, 9-я, 12-я, там еще одна тоже. Значит, у людей появилась возможность получать среднее образование. Открыли вуз. Вузы в обычных городах маленьких не открывали, а у нас именно открыли, потому что образовалась национальная автономия. Театры открылись, крупнейшие. Больницы, может быть, я уже говорил. Потом главпочтамп у нас долго стоял тоже только потому, что у нас национальная автономия. И их расстреляли, их здесь спрятали. В 2004 году историки и поисковики, значит, Владимир Кузьмич Абрамов и вот команда Николая Андреевича Кручинкина обнаружили. И до сих пор нет мемориального комплекса. Мы вот обращаемся к региональной власти с просьбой постепенно, год от года, находить деньги на то, чтобы здесь возвести мемориальный комплекс, как в десятках столиц нашей страны. Как вы относитесь к тому, чтобы вот увековечивать память более активно, чем у нас пока в Мордовии? Положительно отношусь к этому. Это реально нужно сделать, потому что многие люди еще не знают даже об этом захоронении, что здесь есть такое. А вы знакомы с тем, что очень многие люди боятся рассказывать, что у них в семье были репрессированы, несмотря на то, что репрессированных, если взять и люди, умершие от голода, и пострадавшие в коллективизации, и национальной депортации, и вот всякий вот этот грабеж во время продразверсток, это десятки миллионов людей. Конечно, расстрелянных несколько миллионов человек, но если всех пострадавших, то это десятки миллионов людей, то есть сопоставимый с погибшими в Великой Отечественной войне. Но если про Великую Отечественную войну мы все с гордостью рассказываем о своих родных, то о репрессированных все делают вид, что ни у кого их нет. Как вы не замечаете это? Или я преувеличиваю, может? Не замечал этого, честно говоря. Ну, значит, я преувеличиваю. Многие люди, может быть, просто боятся об этом говорить, и, может, позор это для них кажется. Да, да. И миллионы людей, которые, в том числе... А вот такой спорный вопрос задам вам. Вот я вам всем задам. Вот вы в поисковом движении участвуете. Вот вы как относитесь к тому, что миллионы людей, которые сдались в плен, я считаю, по вине власти они сдались в плен, то если в другие страны, которые воевали во Второй мировой войне, пленные, когда возвращаются, их власть всех награждает, считает участниками войны, а у нас миллионы людей стеснялись, что они попали в плен, часть из них направили в фильтрационные лагеря, и, как сказать, ну вы все сидите, я тогда тоже сяду, обвиняли их родные, тоже стыдились таких родных, потому что попали в плен. Может, это ненормально вообще, что много миллионов людей, я плохо формулирую сегодня, что люди стыдятся того, что они попали в плен не по своей вине, а вот клеймо такого позора получается. Не получается? Преувеличивая? Ну, клеймо позора было, потому что, в принципе, когда Сталин был против, и как бы, если попал в плен, то как бы либо казнь, либо враг народа. Получается, миллионы людей должны были застрелиться. Да, и как бы все боялись этого сказать, потому что либо враг народа, то есть это путь в никуда, будущее не себе, не своим будущим детям, и к тому же либо вот смерть. Поэтому все боялись, все стыдились, никто не хотел, чтобы это узналось. Очень многим загубила эта жизнь, кто все-таки стал врагами народа по такой вине. Да, и они даже, те, кто не попали в лагеря, они потом всю жизнь стыдились и скрывали, где они и что, потому что чувствовали вот эту вину, что вот я попал в плен, значит, все. А в других странах почему-то они героями войны считались. Говорили, что если попал в плен, значит, по вине общей власти ты не виноват, ты в меру возможностей, как бы нельзя, человек ставить невыносимые условия и потом требовать от него геройства. Если он не совершает геройство, значит, он подлец, предатель и позор на всю его семью. Зачем такой ультиматум? Скорее всего, это уже вопрос внутренней политики на тот момент. Мы тогда не были, нам нечего об этом судить. Это все прошло, и слава богу. На данный момент
например, от себя могу сказать, что нынешнее поколение не стыдится и не боится сказать того, что их родственники были репрессированы и так далее. Именно вот наоборот, их матери, бабушки, они этого стыдятся, но это все-таки было годами наложено на них. А вот сейчас поколение, ну, то есть может говорить про это, и как бы уже никто не видит ничего такого. А еще такую вещь скажу, тоже не обижайтесь, если... Вот известный тоже факт, что после войны первые годы были сотни тысяч инвалидов, ну, естественно, и Конев в интервью рассказывал об этих сотнях тысяч инвалидов по каждой группе инвалидности, и у кого чего там не было, рук, ног и так далее. И Сталин вот в конце 40-х годов принял решение о том, чтобы с крупных городов всех инвалидов спрятать, чтобы они не расстраивали людей, чтобы не говорили им о цене войны, которую понес народ. И очень много десятков тысяч людей спрятали именно в Валаам. То есть вот это как вы оцениваете? Спартанские наклонности стали. Какие? Спартанство. То есть как в Спарте было, но были какие-то такие наклонности, как мне кажется. Да, я тоже так считаю. А вы? Я считаю, что Сталин не прав был в этом случае, что прятал. Он многого скрывал и не хотел, чтобы власть об этом узнала. Даже вот взять вот этих репрессированных, когда вот первые сюда поисковики пришли, у них из-за этого даже какие-то там незначительные проблемы были с властью. Что власть не хотела это раскрывать. Типа, никто не трогает, и вы зачем лезете? Да, да, а еще в 80-х, 70-х годов и до этого, вот кто-то из поисковиков мне даже рассказал, что даже вот то, в чем скоро вот поедут кто-то из вас тоже поедет, да, на запад, на Ленинградскую область, даже за это поисковое движение чуть ли не угрожали арестами, потому что по официальной версии нету людей потерянных, а вы все продолжаете говорить, что миллионы людей еще в земле до сих пор не найдены, то вы что же, хотите сказать, что советская власть лжет? То есть вы занимаетесь антисоветской пропагандой? 58-я статья, то есть вот это как воспринимать? Ну, тоже безобразие, да? Даже отрицать очевидные вещи. Не то, что советская власть лжет, а просто люди пытаются как бы все узнать, всю правду, потому что Сталин на тот момент не договаривал. Все-таки он использовал людей как пушечное мясо. Просто они шли друг за другом, и он не щадил никого. Даже из Сибири людей пересылали через всю страну, чтобы воевать. Из-за этого, конечно же, он не хотел, чтобы все знали, сколько на самом деле погибло. То есть он все-таки не договаривал эти числа и не хотел, чтобы это все-таки вскрылось. Не то, что врала советская власть, она не договаривала, а люди хотели именно узнать всю правду. А зачем нам нужно знать всю правду? Может, лучше такой миф красивый, чтобы нам восхищаться такой мифической нашей страной? Как восхищаться такой страной, если мой прадед лежит до сих пор, я не знаю где, его прадед лежит до сих пор, не знаю где. То есть половина знает, половина нет. Как можно восхищаться, если я не знаю ничего? Спасибо вам большое. Извините, что пристал к вам с вопросами. Спасибо. Уважаемые телезрители, это мы видели команду поисковиков, которая реализует проект Богоявленский мемориал. Они очищают пока территорию святым огнем от мусора. И я верю, что у них все получится. И скоро к ним придут другие люди, которые тоже выразят желание помогать. Напоминаю пожелания нашей инициативной группы по увековечению памяти и восстановлению доброго имени жертв политических репрессий. Мы считаем, что в Саранске должен быть открыт памятник, музей, памятник в центре, музей не обязательно в центре, памяти жертв политических репрессий, мемориальные доски, мемориальное такое поминальное мероприятие ежегодное должно проводиться. Глава республики, мне кажется, должен выступать с словами соболезнования живым жертвам политических репрессий, их семьям.
Должен продолжаться процесс реабилитации, открытие архивов, открытие всех мест массовых захоронений. Вот таких, как здесь, случайно вы эти нашли, а должны быть все открыты. И должен быть организован, возведен мемориальный комплекс вот в этом овраге. Потому что зимой здесь люди проходят и не знают, что это место необходимо чтить. Насколько я знаю, это место не охраняется государством, насколько я в интернете нашел. Там пруд сверху, его может прорвать, эту территорию могут затопить. Там есть родник тоже, а рядом с родником, получается, массовое захоронение расстрелянных людей. Ну и, конечно, есть другие ряд пожеланий. Уважаемые телезрители, мы познакомились с замечательными, добрыми людьми.